Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi'nin kızmattaşuğusunun alkağında Türkiye Ünü Radyosun birincinin tolkundan ıktınızlar. В Бишкеке 16 часов. Дорогие наши слушатели, здравствуйте! У микрофона в студии Ирина Егенбаева. В рамках утвержденного плана первоочередных мер правительства Кыргызской Республики для создания условий ускоренного, предсказуемого и беспрепятственного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза установлен запрет на проведение дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля. Стоит отметить, что ранее в список товаросопроводительных документов входило и наличие справки о прохождении ветеринарного и фитосанитарного контроля, учитывая, что прохождение контроля носило дублирующий характер, и при его прохождении требовалось большое количество времени, что создавало определенные неудобства предпринимателям, принято решение об его отмене. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улугбек Марипов. Как сообщается, этот документ может решить и вопрос стимулирования экспортного потенциала страны. Как известно, экспортные возможности – это один из основных показателей оценки экономического потенциала страны. Эксперты уверены, что развитие отечественной экономики невозможно без расширения экспортного потенциала отечественных производителей. В этой связи привлечение инвестиций в ключевые секторы экономики, продвижение экспорта товаров и услуг, повышение конкурентоспособности отечественных производителей на региональном и на мировом рынке является приоритетными задачами правительства страны. Не секрет, что для выхода на внешние рынки необходимо производить и увеличивать объемы продовольствия, соответствующие требованиям. Насколько данное решение позволит оптимизировать процедуры, проводимые государственными контролирующими органами в автомобильных пунктах пропуска при вывозе товаров и животных, допускаемых к таможенной процедуре экспорта по принципу «одна остановка», насколько мы можем получить ощутимый результат и ощутимый эффект от такой инициативы. Иначе говоря, сегодня мы более подробно поговорим о принятом решении. Все эти и другие вопросы мы сегодня и обсудим с гостями в программе «Точка зрения». В студии прямого эфира у нас сегодня заведующий отделом таможенной политики и тарифного регулирования Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики Айдарбек Самыкбаев, начальник управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики и финансов Бакытбек Шабданов. И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили руководителя экспертной группы от бизнеса консультативного совета при Государственной таможенной службе страны Айбира Раимбекова. Дорогие слушатели Биринчи Радио, пользователи нашей странички в Фейсбуке, если вы хотите поделиться своим мнением, выразить свои соображения по вопросу того, что Кыргызстан ввел запрет на ветеринарный и фитосанитарный контроль на границе со странами Евразийского экономического союза, пишите на нашу страничку Биринчи Радио в социальной сети Facebook, или вы можете позвонить по телефонам 39 21 90 и 0502 39 21 90. Итак, уважаемые гости, всем добрый день, добро пожаловать в студию прямого эфира. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Айдарбек Аманбаевич, позвольте мне сейчас обратиться к вам. Вот хотела бы первый вопрос адресовать вам. Вы знаете, с текстом постановления я буквально тоже ознакомилась. Это было вчера, позавчера. Я одно поняла, что вот сейчас для многих предпринимателей, экспортеров на таможенных границах будут созданы хорошие возможности. Но прежде чем говорить о том, какие это возможности, мне хотелось бы, Айдарбек Аманбаевич, задаться таким вопросом, в связи с чем возникла необходимость такого решения и на что именно направлена инициатива правительства. Может быть, даже вы хотите обратиться к предыстории, ведь все-таки это постановление не просто так возникло, не просто так было подписано, все-таки какие-то предпосылки для этого были.
Да, вы правы. Хотелось бы отметить, что правительством Кыргызской Республики, Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики постоянно проводится работа по анализу внешнеэкономической ситуации, которая у нас складывается. И работа направлена на, скажем так, оптимизацию существующих процедур, в том числе на государственной границе. И в этой связи, по итогам проведенного анализа, было принято решение о внесении изменений в постановление правительства номер 572, которое было принято в 2020 году, в части того, чтобы оптимизировать существующие процедуры, которые осуществляют государственные контролирующие органы на линии таможенной границы Евразийского экономического сообщества Кыргызской Республики. Вот таким образом правительством принято постановление номер 64 от 26 февраля текущего года, которым предусмотрено следующее. Установлен запрет на проведение государственных видов контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике в отношении товаров, животных и транспортных средств, убывающих с таможенной территории ЕС в соответствии с таможенной процедурой экспорта. Эти виды контроля я вам сейчас перечислю. Это первое — это санитарно-карантинный контроль. И второе — это ветеринарно- и фитосанитарный контроль. Хотелось бы отметить, что эти виды контроля производятся в отношении подконтрольной товарной продукции. Вот. И данное решение, оно оптимизирует существующие процедуры, также направлено на повышение экспортного потенциала наших отечественных товаропроизводителей, и также приводит к тому, что сокращает временные издержки наших предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в экспортном направлении. Вот вкратце так у нас. Мгм. Но хотелось бы сейчас о документах поговорить. Вот Бакытбек Касмалеевич, вот процедуры, которые осуществляли контроль на таможне, и вот что ввели запрет на эти проверки, это ведь не означает, что, например, я как экспортер хочу вывести свою, например, сельскохозяйственную продукцию, не должна оформлять документы. В любом же случае документы нужны. Да, здесь вот надо именно нашим радиослушателям это разъяснить, чтобы они четко поняли. Действительно, Может быть, вы здесь сейчас более подробно объясните процедуру для тех, кто, вот, например, вывозит свою сельскохозяйственную продукцию, животных, товаров на экспорт. Какие-то ведь требования по ветеринарному и фитосанитарному контролю здесь же остаются? обязательно все так же остается. Вот смотрите, если вся продукция, которая подлежит ветеринарно-санитарному контролю, у нас в рамках Евразийского союза сейчас у нас ведется согласованная политика как в сфере ветеринарного контроля и надзора, также в сфере фитосанитарного контроля и надзора. Мгм. В рамках ЕАЭС у нас приняты единые требования Мгм. по фитосанитарному контролю и по ветеринарному контролю. И также есть у нас единый перечень продукции, подпадающей именно под ветеринарный и санитарный контроль, и единый перечень продукции, подпадающей по фитосанитарный контроль. Вся продукция, которая подпадает в вот эти перечни, обязательно подлежит. Если она подпадает по ветеринарному контролю, то она обязательно надо получать ветеринарный сертификат. А та продукция, которая подпадает под перечень, которая подлежит фитосанитарному контролю, то они должны получать фитосанитарный контроль. Но здесь надо отметить, что по фитосанитарному контролю есть два перечня. Это есть перечень, который с высоким санитарным риском, здесь обязательно надо фитосанитарный контроль. Есть перечень продукции, который с низким фитосанитарным риском, здесь документ, именно фитосанитарный сертификат получать не надо. Тем более, смотрите, если ветеринарный сертификат, вообще это продукция, которая животное происхождение, и в том числе и сырая продукция получается, и животные, живые животные. Любая продукция, которая подпадает под ветеринарный надзор или контроль, она обязательно должна быть, предприятие, которое выпускает эту продукцию, она даже включена в единый перечень предприятий, которым разрешено именно экспортировать в третьи страны. В рамках Евразийского союза есть отдельный перечень, есть перечень предприятий, которые разрешено экспортировать свою продукцию на территории ЕАЭС. То есть Кыргызстан имеет свой перечень, Казахстан то же самое, Белоруссия, Россия, Армения то же самое.
И все предприятия, которые хотят выпускать свою продукцию, это подпадающие под ветеринарный контроль, они должны быть включены именно в этот перечень. Просто так, конечно, вывести невозможно ни одну продукцию, подпадающую под ветеринарный контроль. Тем более, ветеринарный сертификат вообще-то оформляется при прохождении таможенных процедур, то есть при оформлении таможенной декларации, в смысле на экспортная декларация, на месте в таможенных пунктах, или обращаются в ветеринарную инспекцию, они проходят свои процедуры и потом только выдается ветеринарный сертификат. То есть, когда, например, транспортное средство, которое везет продукцию или товары, подлежащие ветеринарному контролю, при подъезде именно на таможенную границу, именно в пункт таможенного контроля, то она, конечно, она должна иметь все документы, подтверждающие выпуск этой продукции на территории третьих стран. То есть здесь имеется, если по ветеринарии, то ветеринарный сертификат, а если по фитосанитарии, то фитосанитарный сертификат, то он обязательно должен иметь. Здесь просто имеется, вот в этом постановлении основной упор делается по оптимизации процедуры проведения последующих контрольных мероприятий при пересечении таможенной границы. То есть здесь исключается санитарный, ветеринарный, фитосанитарный контроль. В действующем положении, это еще постановление не вступило, она вступит через 10 дней, после того, как она опубликуется в официальном издании, то есть если она 26-го вышла, я думаю, где-то до 10 марта она должна в силу вступить. Вот смотрите, если в действующем постановлении, если посмотреть, то ветеринарный контроль у себя включал такие процедуры, значит, здесь они проводили, значит, документальный контроль, если на транспорте, в смысле она погружена, продукция, которая подлежит ветеринарному контролю. Потом проводился досмотр автотранспорта, потом досмотр товаров и животных, но это было при необходимости. Потом оценка ветеринарно-санитарного состояния транспортного средства. Потом принятие решения или разрешение на вывоз или запрет. И внесение результатов ветеринарного контроля в информационную систему. По фитосанитарному контролю предусмотрен действующий сейчас порядок, который есть при пересечении таможенной границы. Тоже по фитосанитарному контролю они проводили документальный контроль при наличии транспортных средств, продукции, которая подлежит по фитосанитарному контролю. Потом они проводили визуальный осмотр транспортного средства, смотрели целостность, герметичность упаковки, значит, отсутствие признаков нахождения каких-то карантинных объектов, насекомых там, или сорных семян там каких-то. Потом проводился досмотр транспортного средства. И при необходимости проводился досмотр совместно с таможенными и иными заинтересованными госорганами. Проводился досмотр. Это в случае тоже обнаружения карантинных вредных организмов. Потом проводился внутренний осмотр кабины машины, упаковки, тары и внесение результатов фитосанитарного контроля в информационную систему. Вот эта вся процедура сейчас вот исключается при вступлении этого нового постановления правительства. Вот эти процедуры будут отменены, что позволит нашим субъектам внешней деятельности сократить время прохождения государственной границы. Но здесь необходимо отметить, что это постановление распространяется только на территории Кыргызской республики. Вы знаете, у нас сейчас на таможенной границе, именно которая пересечение Кыргызстана, у нас есть несколько таможенных пунктов, которые в рамках российских грантов тоже прошли модернизацию, они полностью оснащены тоже инфраструктурой. То есть там созданы санитарные посты, ветеринарные посты, фитосанитарные посты, радиационный контроль, таможенный контроль. Это если взять такие основные посты, это получается Торогар, Иркештам, Достук, Кызылбель, Карамык и еще несколько. Потом Айдар, наверное, дополнит больше. Пожалуйста, Айдарбек Аманбаевич, хотели дополнить? Да, пожалуйста. Да, хотел бы отметить очень такой важный факт, что наши торговые партнеры Кыргызской республики, третьи страны,
они по-прежнему будут требовать соответствующие сертификаты на соответствия, подконтрольную продукцию. То есть вот этот момент нельзя Упускать. никак исключать, да. Поэтому в любом случае при проведении процедуры таможенного оформления подконтрольных видов продукции, которая предназначается на экспорт, участникам внешнеэкономической деятельности все равно надо проходить процедуру соответствующей сертификации соответствующих уполномоченных государственных органов. Ну, единственное, как отметил до этого мой коллега, в пунктах пропуска инспектора уполномоченных государственных органов в сфере карантинного контроля, фитосанитарного и ветеринарного контроля больше не будут осуществлять контрольные действия. Все это будет в полномочиях представителей таможенной службы. Вот вы упомянули третьи страны, но я как понимаю, если говорить об автомобильных пунктах пропуска, это касается Узбекистана, Таджикистана и Китайской Народной Республики. Да, выпуск у нас будет в третьи страны осуществляться именно через пункты пропуска, которые расположены на государственной границе с указанными сопредельными государствами. Но продукция она может уходить не только в эти страны, она может через эти страны уходить транзитом, например, на территории таких крупных наших экономических партнеров, как Турция, европейские страны. Поэтому это, мы считаем, что это будет еще одним дополнительным стимулом для того, чтобы развивать наш экспорт именно на территории третьих стран. Айдарбек Аманбаевич, вот если проще сказать, да, я как понимаю, в чем смысл этого постановления. То есть после получения фитосанитарного сертификата я как предприниматель прихожу к таможенникам, прохожу таможенную процедуру, и после этого уже на границе та продукция, которая направляется на экспорт, не должна останавливаться, и за считанные, я уже не скажу минуты, ну давайте скажем, за какой-то короткий промежуток времени груз должен пройти государственную границу? Да, весь смысл этого постановления в этом и заключается. Но у многих что... может возникнуть такой вопрос, неужели все так просто? Ну, еще раз, весь смысл этого постановления заключается в этом и заключается, чтобы ликвидировать вот эти, скажем так, очереди, временные издержки, чтобы у наших предпринимателей, скажем так, была возможность с наибольшей скоростью вывести свой товар на территорию другого государства. Мы же говорим, что именно на контрольно-пропускном пункте инспектора ветеринарной службы, инспектора фитосанитарной службы уже больше не будут проводить свои контрольные мероприятия, которые заключались в принципе только в регистрации этих документов. То есть все контрольные мероприятия на границе переходят к таможенной службе. То есть мы ликвидируем вот эти, скажем так, дублирующие функции, скажем так, лишние звенья, которые у нас были в пунктах пропуска при осуществлении экспортных операций нашими предпринимателями. Абир Смарович, вы руководитель экспертной группы от бизнеса консультативного совета при Государственной таможенной службе. Вы когда с постановлением ознакомились, я думаю, все-таки вот эта вот инициатива правительства вас наверняка порадовала. Почему? Потому что мы же говорим о том, что все-таки как время сокращается, да, что лишние проверки, они сейчас их убрали. И вот, например, я тоже представляю, что у каждой продукции есть, наверное, свой определенный срок хранения, и чтобы продукция не застревала на таможенных границах. Здесь время для предпринимателей сокращено, то есть не надо тратить время. Но есть такая скоропортящаяся продукция, которая не может вот несколько дней ждать, она же портится. Что скажете? Добрый день, уважаемые слушатели. Я полностью поддерживаю принятие данного постановления правительства, потому что оно, я считаю, принято очень правильно и своевременно, потому что наступает весенний-летний сезон. И в этом году, тем более после прошлого года, когда была пандемия, когда была, внешнеэкономическая деятельность не была парализована, но она во многом приостановилась. Я думаю, что правительство приняло правильное решение о сокращении контроля на границе. Тем более, что Кыргызстан не имеет выхода к морю. У нас транспортные потоки — это железнодорожный транспорт, автомобильный и авиационный. Но авиационный очень дорогой, и самым мобильным считается автомобильный транспорт. И
для любого субъекта внешнеэкономической деятельности доставка товара, возможно, короткие сроки, является очень важной оценкой, потому что, как вы говорили, скоропортящая продукция, тем более назревает сейчас сезон урожая черешни, клубники и так далее, которые наши фермеры стараются поставить на рынки соседних стран, Казахстана, России и даже третьи страны. Недавно, в прошлом году, был даже экспорт черешни в Китай. Поэтому доставка товаров, особенно вот этих, как говорится, скоропортящей продукции, Которые не могут ждать, да, да, на границе. и, естественно, тут идут время иногда и на часы. Чем быстрее будет доставлен товар в сохранности до пункта назначения, тем больше у клиента появится возможность реализовать его в установленные сроки. А задержка на границе, тем более летом, если фура стоит на границе, проходит контроль у государственных органов нашей страны, потом на сопредельной стороне, это все время. А вся информация, все есть в грузовой таможенной декларации, которая заполняется. И таможенная декларация заполняется таможенными органами на основе уже осуществленного контроля государственных органов. То есть будут предоставлены все сертификаты, все это есть. Таможенная служба в местах таможенного оформления произвело таможенное оформление товара. И машина уже со всеми документами, с товаром перемещается через таможенную границу. И попадая на таможенную границу, происходит повторный контроль тех же контролирующих органов, которые выдали документы, и теперь они опять проверяют этот же товар. И здесь на лицо идет дублирование. Поэтому смысл принятого постановления очень правильный. Я думаю, что люди оценят это вот в преддверии нового сезона, нового года, как говорится, года. Да, тем более наступает, уже весна-то наступила, а лето, оно все-таки не щадит никакие продукты, ни тем более ни клубнику, ни черешню, о которой вы чуть ранее говорили. Я напомню, телефоны 39 21 90 и 0502 39 21 90. Вот мне режиссер говорит, что на связи с нами наш радиослушатель, но вы для этого должны одеть наушники, уважаемые гости, чтобы все-таки услышать голос нашего радиослушателя. Добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, вы, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Ленара Ниязбекова. Я являюсь председателем Ассоциации экспортеров и импортеров Кыргызлен. Вы, наверное, слушаете нашу программу, что вот решили присоединиться к нашему разговору. Спасибо. Какой вопрос у вас? У меня несколько вопросов нашим экспертам. И вот здесь у нас законодательство, которое объявили уже рубрика «Тазабек», рубрика законодательства. Министерство экономики и финансов сейчас предлагает вот это постановление на общественное обсуждение, да? У меня, но далее Хабар объявляет, что это постановление уже подписано со стороны премьер-министра. У меня первый вопрос. Сейчас идет обсуждение или это идет обсуждение или разъяснение после подписания данного постановления? Это у меня первый вопрос. Второй вопрос. Вот это постановление, которое мы, экспортеры, часто сталкиваемся с коррупционными бюрократическими действиями внутри страны, она упрощает ли вот этот процесс? Настолько она упрощает. И как наши соотечественники говорят, насколько будет оптимизация против коррупции. Это второй вопрос. Третий у меня вопрос такой. Вот здесь они пишут постановление, что фитосанитарные, ветеринарные, дублирующие, контролирующие как бы орган, да, но мы прекрасно знаем, что ветеринария и фитосанитария – это две разные направления. Две разные направления. Именно экспортеры столкнулись с теми схемами, которые, точнее говоря, когда они проходят через таможенный контроль, да, именно о неправильной как бы оформлении этих документов постоянно есть сталкивание трудностями. Если точнее сказать, что экспортер, даже, скажем, между Ахтылеком
и между Бишкеком Так. 3-4 раза приходится заново переоформлять документы. И у меня возникает вопрос, насколько таможенные декларанты будут компетентны в этих вопросах. Потому что где есть Кыргызмебель, там сидят, не знаем, какие-то ОСО, но кому они принадлежат, это ОСО, частные ОСО, которые называют себя декларантами. Но они и декларанты, заодно они посредники между экспортером и таможенником. Настолько вот эти вопросы будут исчерпаны именно в силе этого постановления. Спасибо. Спасибо вам, Ленара Аим, за то, что позвонили, слушаете нашу программу, но я уж не знаю, кто ответит на эти все три вопроса, Айдарбек Аманбаевич. Я думаю, все-таки вопрос имеет место быть, и Ленару Аим, наверное, этот вопрос беспокоит. Она же сказала, уже представила, что вот президент ассоциации президент ассоциации экспортеров и импортеров Кыргызленд Ленара Ниязбекова. Пожалуйста, на первый и второй вопрос, наверное, вы ответите, да, Айдарбек Аманбаевич? Да, Я почему говорю, что она еще интересуется этим вопросом? Я же не зря вначале проанонсировала, что этот документ, он может решить вопрос стимулирования экспортного потенциала нашей страны. Ну, Ленара Аим, как экспортер, как возглавляющая ассоциацию, наверное, все-таки все эти вопросы ее и волнуют. Пожалуйста. Да, вопросы очень, скажем так, верные. Ну, уважаемый радиослушатель, мы внимательно выслушали ваши вопросы. Ну, по первому вашему вопросу хочу отметить, что постановление уже подписано, номер 64 от 26 февраля 2021 года. Но оно еще пока не вступило в силу, то есть в соответствии с законом о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики это постановление вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Это первое. То есть процедура общественного обсуждения уже прошла, постановление принято и подписано. То есть мы ждем уже вступления в силу. По второму вопросу, что касается снижения уровня бюрократии на границе, упрощения процессов, которые происходят на границе, снижение коррупционной составляющей, я еще раз хотел бы отметить, именно на пункте пропуска, если считать это бюрократией, то мы убираем, скажем, два момента. Первое, это когда представитель санитарно-карантинного органа запрашивает у нашего экспортера соответствующий сертификат. И второе, когда представитель фитосанитарного и ветеринарного органа начинает запрашивать соответствующий сертификат о сертификации подконтрольной продукции. То есть все эти функции уже переходят в один орган, в таможенную службу. У нас, скажем так, промежуточные звенья, они исключаются. То есть таким образом снижается, скажем так, бюрократия у нас на границе. Ну и, скажем так, мы надеемся, что таким образом также мы на какой-то уровень также снизим существующие коррупционные риски и оптимизируем процессы. По второму вопросу вы ответили, да? Там, помните, да. было, что насколько будет оптимизация вот этого всего против коррупционных схем, против коррупции? Ну, я же говорю что мы исключили два ведомства, с того процесса, который осуществляется на границе, который идет на границе. Мы исключили эти два ведомства. То есть эти два ведомства уже не будут вправе затребовать у наших экспортеров сертификаты на подконтрольную продукцию, которая вывозится на экспорт. И эти документы будут запрашивать только таможенный орган оформления, который находится на пункте пропуска. Абир Смарович, вы хотели на третий вопрос, ответить? Да, я хотел бы ответить на третий вопрос, но по таможенному кодексу ЕС декларировать товары имеет право физическое лицо, юридическое лицо, которое является владельцем товаров или перемещающих товары, или таможенные представители. Вот там был вопрос затронут таможенные декларанты. Это так называемые частные фирмы, которые осуществляют свою деятельность в околотаможенной сфере. Эта деятельность называется таможенный представитель. Вот чтобы осуществлять эту деятельность, эти
таможенные представители вносят таможенное обеспечение на 500 тысяч евро. На 500 тысяч евро они вносят обеспечение таможенной службы. После этого их вносят в реестр ГТС, и только эти фирмы имеют право заниматься около деятельностью таможенного представителя, декларантов. И поэтому они являются официальными посредниками между субъектами ВЭТ и таможенной службой. Они осуществляют таможенное декларирование и по поручению владельца товара имеют право заниматься таможенным оформлением, заниматься сертификацией, то есть осуществлять получение сертификата, предоставлять образцы товаров и представлять субъекта ВЭТ в этих контролирующих органах. Это официальная деятельность, поэтому от них мы никуда не уйдем. И они, как говорится, работают на основании Таможенного кодекса ЕС и закона о таможенном регулировании Кыргызской Республики. Айдарбек Аманбаевич, вы чуть ранее отметили, что Министерство экономики и финансов на постоянной основе проводит работу в части упрощения всех существующих административных процедур на границе. Вот если сейчас мы говорим о сокращении временных издержек, вы мне скажите, где-то законодательно, или я уж не знаю где, прописано, что вот время, например, чтобы проходить весь этот контроль, он должен, например, составлять 1 час или это полчаса. Вот есть, это прописано как-то в законодательстве? Вы на этот вопрос обязательно ответите. Давайте мы выслушаем еще одного нашего слушателя, но вам, Бахытбек Касмалевич, надо одеть наушник. Добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, мы слушаем. Здравствуйте, я говорю. Аксинский район, Кербен, город Кербен. Я хотел задать вопрос. Если вам трудно... У нас до сих пор проходит вот через рядом, Узбекистан рядом, где-то даже километр нет. Контрабанда идет, и пограничники, и эти все, они совместно коррупционным делом занимаются. А кто смотрит? А вы за это голосовали за Джапарова? Оказывается, он тоже... Вопрос понятен, спасибо. Спасибо за то, что позвонили уважаемому Аксакалу. Спасибо, вот с Аксайского района. Но, может быть, вы ответите или на мой вопрос уже начнете отвечать, Айдарбек Аманбаевич? Ну, на вопрос нашего уважаемого Аксакала я бы хотел ответить, что в структуре таможенной службы есть правоохранительная часть, соответствующее структурное подразделение, которое борется с контрабандой, с иными нарушениями таможенных правил. То есть это есть структурное подразделение, есть мобильные группы, которые осуществляют свою работу на постоянной основе в части выявления, да, перемещения товаров, которые перемещаются с сокрытием либо помимо таможенного контроля. Вот, кроме того, в рамках сотрудничества таможенных служб двух государств, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, есть соответствующее соглашение о порядке взаимодействия. То есть правоохранительная часть нашей таможенной службы ведет в этом направлении работу, которая направлена прежде всего на пресечение незаконной деятельности на государственной границе. По моему вопросу касательно времени. Да, что касается вашего вопроса, да, есть у нас постановление правительства Кыргызской Республики номер 556 от 19 ноября 2007 года, положениями которых установлено, что максимальное время прохождения всех предусмотренных видов государственного контроля на ввоз, вывоз товаров и транспортных средств на из территории Кыргызской Республики не должно превышать 1 часа. То есть у нас это уже есть. Государственные органы, они приняли это к исполнению, проводится соответствующая работа. Ну, что я хотел бы отметить, да, именно что касается ускорения, да, времени прохождения, да, вот я хотел бы проинформировать наших уважаемых радиослушателей, что в 2018 году таможенная служба при поддержке партнеров по развитию, международных доноров, было проведено исследование времени выпуска на пунктах пропуска Торугард, Достук, Кызылбель и местах таможенного оформления Бизнес Транссервис, Кыргызмебель и Бими Ош Сервис.
Вот. И в этом мероприятии, в проведении исследования времени выпуска, приняли участие все государственные контролирующие органы, которые осуществляют свою деятельность на пунктах пропуска. И вот это исследование позволило всем участникам данного процесса рассмотреть каждый из своих собственных процессов по всей цепочке прохождения груза на границе и определить время, которое затрачивает каждый контролирующий орган на проведение своих контролирующих мероприятий. Вот. И результаты этого исследования, они сейчас имплементируются таможенной службой в, скажем так, соответствующие нормативные правовые акты. И, скажем так, в 2018 году мы провели это ИВВ. Мы думаем, что и в последующие годы мы будем это мероприятие проводить еще несколько раз для того, чтобы уже видеть картину в целом. Угу. Бакытбек Асмалиевич, я как понимаю, это своего рода облегченный процесс, и я думаю, он многих уже предпринимателей, экспортеров наверняка радует и приведет к хорошим результатам. Но вот в то же время на руках у каждого предпринимателя должен быть сертификат соответствия. Мы об этом тоже начали говорить. Вот мы говорим о ветеринарном, фитосанитарном контроле, независимо от того, перевожу я сельскохозяйственную продукцию, другой товар или, может быть, животных, должен быть документ. Я вот знаю, что там какой-то есть определенный список, да, определенный, то есть или специальный перечень, который утвержден Евразийским экономическим союзом. Вот об этом тоже скажите. Да, уважаемые слушайте, здесь надо немножко уточниться. Смотрите, вот таможенный контроль, пограничный контроль, радиационный контроль, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль и санитарный контроль, в принципе, на таможенных постах все это остается. Потому что это в рамках ЕС, мы должны все обязательства выполнять. Это имеется в виду именно на таможенной границе. Здесь только упрощается процедура только при экспорте, вывозе продукции, которая подлежат ветеринарному, фитосанитарному надзору, контролю. При импорте продукции, то есть если вы будете завозить с третьих стран продукцию на территорию Кыргызстана, вся эта процедура останется, то вы должны будете проходить и пограничный контроль, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль, радиационный контроль, таможенный контроль. Это имеется при импорте. Все процедуры остаются. Это почему? Потому что, смотрите, вообще для чего ветеринарный контроль, надзор делается? Есть всякие заболевания животных. Если вдруг нам попадет какая-то болезнь, передающая живыми животными, то могут заболеть все наши лошади, в смысле вся наша живность. И возможно передача заболеть могут люди. Но потом эпизодическая, да, может быть, ситуация. Да, мы должны контролировать, тем более у нас обязательства есть в рамках Международного эпизодического бюро, что мы должны обязательно контролировать. Если тем более, если у нас обнаружится какой-то очаг заболевания, то у нас могут ввести запрет на вывоз животных из страны в третьи страны. Здесь надо тоже иметь в виду. И по фитосанитарному контролю та же самая ситуация. Возможно, риск ввоза запрещенных карантинных насекомых, которые также могут повлиять, принести большой урон для сельскохозяйственных производителей. Поэтому здесь тоже надо обязательно контролировать именно при импорте из третьих стран. Поэтому все эти контрольные мероприятия все остаются при импорте, именно при ввозе из третьих стран на территорию Кыргызстана. Насчет других сертификатов, да, действительно, есть. На продукцию, все вы знаете, что в рамках, сейчас мы как члены ЕАЭС, в рамках ЕАЭС есть у нас 49 технических регламентов, из них где-то более 20 именно направлены на безопасность пищевой продукции. Вся продукция, которая подпадает под действие технических регламентов, она должна получить сертификат соответствия или декларацию соответствия. Сертификат соответствия, декларация соответствия, она имеет одинаковую юридическую силу, разницы нет. Хоть документ, хоть да. Здесь отличие в том, что сертификат соответствия документ, который выдает орган по сертификации, и он подтверждает соответствие вашей продукции требованиям технического регламента. А декларация соответствия – это документ, который, например, сам заявитель, предприниматель, сам заявляет, что его продукция безопасна и соответствует требованиям технического регламента. Вот эта разница есть. Если ваша продукция не подпадает под действие технического регламента, то вы обязательно должны получить еще сертификат соответствия или декларацию соответствия. Да, пожалуйста, вы хотели добавить, Абир Смарович? Я хочу поддержать предложение правительства о том, что облегчить условия для экспорта
и оставить ограничения, которые должны выполняться при импорте. Хочу напомнить, помните, в 2005 году была ситуация с птичьим гриппом. Была Всемирная организация здравоохранения, на весь мир провозгласила о пандемии птичьего гриппа. Были созданы какие-то условия, были созданы халаты, выдавались на границах, но птичий грипп не пошел. И когда в прошлом году возникла ситуация с коронавирусом, люди думали, что это такая ситуация, как с птичьим гриппом. Никто не придал этому отношения, серьезного значения. Да. А ситуация, видите, сложилась так, что весь мир встал, все границы закрылись, передвижение людей практически приостановилось, все страны ввели ограничения на въезд, выезд и так далее. Поэтому, когда государство контролирует свою границу, навоз, это правильно, потому что необходимо обеспечивать безопасность свою в стране. А при экспорте продукция, я хочу еще раз напомнить слушателям о том, что при экспорте продукция проходит контроль при таможенном оформлении, и до таможенного оформления уже происходит контроль контролирующих органов, они проверяют продукцию, выдают сертификаты, таможня оформляет продукцию на экспорт, и товар уходит. Здесь идет о том, что идет нахождение машин на пункте пропуска уменьшается. Потому что документы предоставляются в таможенный орган проверяет таможенные декларации, сверяет данные документального контроля, визуальные, и проводит радиационный контроль, и пограничная служба проводит пограничный контроль, и все, и товар выходит на следующую границу. Но все документы, которые, как сказали, они необходимы, потому что сопредельная сторона будет требовать при въезде на их территорию эти все документы. Поэтому... Ну, потому что эти документы, наверное, все-таки говорят, что да, прошел контроль качества продукции. Если говорить о контроле качества продукции, то она должна же отвечать всем требованиям, например, того же Евразийского экономического союза, для того, чтобы наши товары могли, наверное, беспрепятственно экспортироваться на рынки стран-участниц. Ну, к примеру, говорю. В том-то и дело, что у нас, как говорится, в странах ЕС, у нас единое законодательство. Поэтому у нас все единые требования к продукции. Поэтому, оформив товар и получив все сертификаты Кыргызской республики, товар спокойно перемещается в Казахстан, в Российскую Федерацию, в Беларусь, в Армению, в страны ЕС. Но с другой стороны, при экспорте в третьи страны, которые не входят в страны ЕС, все эти документы необходимы. Айдарбек Аманбаевич, ну вот Абир Смарович упомянул пандемию, упомянул прошлый тяжелый 2020 год. Вообще вот во время пандемии коронавирусной инфекции, вот если говорить о прошлом 2020 году, какие-то послабления были? Ну, наверняка были. Ну, да, действительно, вы совершенно правильно заметили, да, прошлый год выдался для нас очень сложным, потому что, да, действительно, вот эта пандемия COVID-19, она привела к тому, что все страны мира ввели ограничения, и эти ограничения также затронули, скажем так, внешнеэкономическую сферу. Да? Вот, и в этой связи в прошлом году, когда многие государства, страны начали вводить ограничения, закрывать свои границы и так далее, Кыргызская республика со своими партнерами из Евразийского экономического сообщества принял участие в разработке мероприятий. Но это что касается импорта, да, ввозу на территорию, скажем так, товаров первой необходимости. Это лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, продовольствия и так далее, и так далее. Вот что в этих целях было сделано? В этих целях перво-наперво это, конечно же, в рамках упрощения были организованы зеленые коридоры, таможенные службы всех государств проводили, скажем так, упрощенный порядок таможенного оформления, который заключался прежде всего в приоритетном порядке оформления, это без очереди, пропускали и так далее, и так далее. Вот. И это что касается в рамках, да, у нас Евразийского экономического сообщества. Ну,
С третьими странами у нас подобная работа также проводилась. Да? Вот у нас с сопредельными странами тоже было достигнуто соглашение о том, чтобы действительно вот эти указанные виды товаров пропускать в приоритетном порядке. Вот, а действительно уроки прошлого года, они, скажем так, дали нам хороший опыт, и в этом году также мы в рамках Совета тюркоязычных государств, 5 государств, также начали работу над разработкой плана мероприятий по упрощению соответствующих процедур при перемещении товаров первой необходимости. То есть наши партнеры, да, вот Турция, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан полностью поддержали эту идею о том, что да, действительно, вот эту процедуру надо внедрять, и в рамках этого мы как бы сейчас достигли того, что будет общий список, общий перечень товаров, который будет перемещаться в упрощенном порядке, в приоритетном порядке через границы упомянутых стран. Айдарбек Аманбаевич, вот вы отметили, что уроки прошлого года нам дали хороший опыт, но у меня в связи с этим есть такой вопрос. Ну вот 2021 год начался, и если, например, как-то на всякий случай выработать, может быть, антикризисный план, что ли, но вдруг опять пандемия, не дай бог, конечно, хотя многие зарубежные страны вот до сих пор продолжают жить в условиях жесткого локдауна, что будет у нас, конечно, не дай бог. Но, тем не менее, вы для себя какой-то антикризисный план прописали? Ну, правительство над этим работает. Правительство уже есть, скажем так, у него есть план первоочередных мероприятий на 2021 год, план на 100 дней. Вот, и в этом плане заложены все мероприятия касательно вот того, чтобы не допустить негативных последствий, преодолеть возможные риски. Вот, и в этом направлении правительство у нас работает очень плотно. Вот наш пользователь, я вот поделилась сегодняшним прямым эфиром во многих группах, и вот пользователь Максат пишет: кто выдает фитосанитарный сертификат, достаточно ли у нас лабораторий, и скажите честно, могу ли я этот фитосанитарный сертификат беспрепятственно получить? Но это вопрос, наверное, вам, да, Бакытбек Исмалиевич? Пожалуйста. Да. Уважаемые слушатели, фитосанитарный сертификат у нас выдает Департамент карантина и защиты растений Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Вы можете прямо напрямую туда обратиться. Также у них есть территориальное подразделение во всех областях, которое тоже выдает фитосанитарный сертификат. Для того, чтобы как-то нам обеспечить фитосанитарную безопасность, правительством уделяется очень большое внимание. В рамках этого сейчас у нас в республике вообще у нас есть 4 фитосанитарные лаборатории. Но если на всю страну говорить о 4 фитосанитарных это самые такие лабораториях, оснащенные, я имею в виду, да. но их все равно недостаточно, или все-таки Да. достаточно, Бакытбек Исмалиевич? Ну, конечно, недостаточно, но по сравнению с тем, что у нас было, это уже более-менее. Ну, хоть потому что, да. да, в рамках, например, российской гранта, вы знаете же, да, у нас при присоединении Российская Федерация нам выделила деньги, 200 миллионов, в том числе там тоже были деньги заложены для модернизации, строительства именно в Аше фитосанитарной лаборатории. Там была сумма где-то 1 миллиона 300 тысяч долларов. В Аше, например, уже построена новая фитосанитарная лаборатория на базе старой лаборатории. Здесь, в Бишкеке, у нас республиканская центральная фитосанитарная лаборатория, тоже полностью сделан капитальный ремонт, оборудовано оснащение новым оборудованием. Так что у нас пока лаборатории именно я имею в виду по областям достаточно, тем более даже распоряжением правительства тоже было в 2019 году было выделено 26 миллионов сом для того, чтобы сделать ремонт лаборатории в Караколе, в Таласе, на Рыне и на Акене. Тоже там капитальный ремонт произведен, тоже они функционируют. Поэтому сейчас по выдаче фитосанитара, по получению фитосанитарного сертификата необходимо обратиться туда. Также хотелось бы по ветеринарным лабораториям тоже чуть дать информацию. Ну, у нас тоже есть республиканская ветеринарная Да, лаборатория, да, у нас а в регионах? В регионах у нас 6 лабораторий, значит, 2 центра это в Аше, в городе Оше большая лаборатория, и у нас в Бишкеке центра, республиканская. И 4 зональных лаборатории, это Баткене у нас, Таласе, на Рыне и на Акене. Также распоряжение правительства в 2018 году было выделено 100 миллионов сомов.
Из них было 80 миллионов потрачено на закупку лабораторного оборудования для 4 ветеранов лабораторий. Это были Баткени, Талас, Нарын и Накени. И 20 миллионов на закупку этих препаратов, которые для того, чтобы тестировать. Также в рамках российского гранта тоже была предусмотрена модернизация ветеринарной лаборатории. Наша республиканская лаборатория в городе Аш, ветеринарная лаборатория, оснащена новым современным оборудованием, которое им позволяет сейчас даже определить состав мяса, то есть мясо или свинины, или ослиное, или козлятина, или баранина, или говяжина. Сейчас такое есть у нас оборудование. Ага. Но если она позволяет определить там, а если взять, например, другие регионы страны, можно ли говорить о том, что да, например, ветеринарные лаборатории в том же, в других регионах, они тоже достаточно оснащены? Что-то из Сыкули я не заметил. Да, вот я и тоже хотела Нет, спросить. на Сыкуре тоже там капитальный ремонт ветеринарной лаборатории проведено. Там, А в Нарыне тоже есть? В Нарыне тоже есть, да. Во всех областных центрах у нас все ветеринарной лаборатории капитальный ремонт провели. Ну, смотрите, в регионах там такой содержать, например, такое очень высокодорого, которое содержание высокоточного оборудования смысла нет. Там есть оборудование, которое позволяет именно уже определить соответствующий уровень безопасности, чтобы соблюдать. А именно, который надо уже более высокие точные измерения, это позволяет лаборатории, которые в Баше и Бишкеке. Тем более содержание этих оборудований и именно тестов, которые для проведения испытаний стоят очень дорого. Если мы будем содержать в каждой области лаборатории, у нас никаких финансовых возможностей не будет. Да? Давайте выслушаем еще одного нашего слушателя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Так. Из города Бишкека Тарахан. У нас в Кыргызстане очень многие растения не растет. Несмотря на это, нелегальным путем попадает в Кыргызстане, он эксплуатируется. Это по Конституции разрешается такое состояние. Первый вопрос. Второй вопрос. В граничных районах очень много крупнорогатых скот через границы проходит и помогают друг другу. Это разрешается или санитарный контроль куда смотрит? И разрешается так, Алимов. Ну, я думаю, вопросы нашего Аксакала наверняка понятны, но, наверное, на первый вопрос вы ответите, да, Бакатбек Исмаилович? Да, по первому вопросу. Растения не растут, но тем не менее, да. Да, я же как до этого сказал же, у нас сейчас, например, мы члены Евразийского Союза, у нас единые фитосанитарные требования, единый перечень продукции, который подлежит фитосанитарному контролю, то вся, которая продукция именно подпадает под фитосанитарный контроль, она проходит процедуру фитосанитарного надзора. Поэтому, когда, я же сказал, при импорте обязательно будет проходить. И когда ввозится продукция, например, если даже на границе машины общий досмотр делается, то при подъезде транспорт средств к месту назначения обязательно фитосанитарный контроль осуществляется. Они обследуют, проводят испытания в лаборатории, что не заражены ли эти растения насекомыми, которые именно карантинными насекомыми, которые могут внести вред. Бакатбек Исмаилович, но в созвучии этого давайте я такой вопрос задам. Если, например, моя сельхозпродукция не соответствует требованиям, например, Евразийского экономического союза, да, вот она некачественная, могу ли я купить фитосанитарный сертификат? Уж простите меня за этот вопрос. Нет, смотрите, фитосанитарный сертификат вообще когда, например, наши крестьянские хозяйства, когда, например, сеют картошку там крупную, да, вот эти все поля обычно осуществляется фитосанитарный контроль. Потому что помните, вот несколько лет назад, когда отвозили нашу картошку, по-моему, в соседний Казахстан, как эта болезнь называлась? Нематода, по-моему, да? Вот я помню. Узбекистан не приняли, по-моему. Вот, я поэтому и спрашиваю. У них наверняка был на руках сертификат, который говорил о том, что да, продукция качественная, но тем не менее имели, что имели на тот момент. Вообще фитосанитарный контроль осуществляется такой принцип. Вот вы даже когда любое крестьянское хозяйство сеет, например, картошку или какое-то сельскохозяйственную продукцию, они именно уже осуществляют надзор на поле уже. Когда она растет, они обследуют, она не заражена насекомыми, карантинными насекомыми или нет. Вот это все проводится надзор. Тем более сейчас у нас
При выдаче фитосанитарного сертификата есть единый реестр уже выданных сертификатов, тем более сейчас он в рамках есть, он интегрируется в единую систему. То есть можно будет сейчас любой может посмотреть в единую систему и посмотреть, это видно фитосанитарный сертификат действительно это ли выдан или не выдан, потому что он попадает в единый реестр, уже будет когда же в электронном виде уже электронный фитосанитарный сертификат. Поэтому здесь риск того, что поддельный сертификат или нет, уже будет уменьшаться, намного уменьшаться. Тем более и по ветеринарным сертификатам тоже такая же ситуация. Ведется единый реестр выданных ветеринарных сертификатов. И наши уполномоченные органы, которые осуществляют ветеринарный контроль, обмениваются сведениями, что вот такая продукция выехала с Кыргызстана с таким-то номером ветеринарного сертификата и сопровождение, когда прибудет, тоже такой же ветеринарный сертификат должен быть. По второму вопросу нашего Аксакала, то, что в приграничных районах, я поняла, контрабанда крупного рогатого скота. Вы хотели ответить? Пожалуйста, Айдарбек. Да, этот вопрос созвучен, до этого тоже вопрос прозвучал о том, что да, действительно, ну я еще раз, наверное, повторюсь, да, наши правоохранительные органы, да, это вот пограничная служба, да, и плюс правоохранительный блок нашей таможенной службы Кыргызской Республики, они ведут постоянную работу над пресечением незаконных видов деятельности, которые заключаются в перемещении товаров, транспортных средств, там, скота, растений и так далее, через таможенную границу, помимо или с сокрытием от таможенного контроля. То есть, я еще раз повторюсь, наверное, но у нас есть соглашение межведомственное с Республикой Узбекистан, на постоянной основе ведется обмен информацией, мобильные группы работают. То есть все, скажем так, силы и средства, они направлены на то, чтобы действительно пресекать незаконную деятельность на государственной границе. Пожалуйста, Аберсмарович, если можно коротко. Я хотел бы отметить, здесь человеческий фактор еще. Тем более, как вы знаете, по Карлу Марксу, если прибыль больше 200%, капитал идет на любое преступление. Если есть разница в цене, всегда будет контрабанда при любом виде. Вот, допустим, были факты, когда водка стоила, был большой акцизный налог в Кыргызстане, и казахская водка стоила в 2 раза дешевле, чем наше место. Да. И со стороны Казахстана в сторону Кыргызстана шел большой поток контрабанды водки. Как только правительство Кыргызстана снизило акцизный налог, цены уравнялись, все, контрабанда прекратилась. Сейчас, если уважаемый слушатель сказал насчет КРС, крупнорогатого скота, перемещения через границу, здесь идет большая разница в цене. Стоимость животных в Кыргызстане и стоимость животных в соседних странах. Если идет большая разница, то люди хотят получить большой навар, большую прибыль, идут на преступления, идут помимо контроля, они не хотят заниматься получением официальных бумаг, сертификатов, и идут на преступления, и, как говорится, поэтому здесь единственное, что если уравняются цены, контрабанда прекратится автоматически. И последнее, Айдарбек Аманбаевич, вот хотелось бы к вам обратиться, то, что установлен запрет на проведение дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля. Это, я сказала, что это делается в рамках плана первоочередных мер правительства. Этот план направлен на создание государством хороших условий для населения, для бизнеса. Скажите, пожалуйста, вот очень коротко, вы вообще вот встречались с предпринимателями, экспортерами, которые уже говорят о том или воспринимают на ура вот это вот постановление правительства? Ну, по этому поводу что хотели бы отметить? Да, мы начали сейчас плотно свою информационно-разъяснительную работу через средства массовой информации, через электронные средства массовой информации.